Дисциплина «Теория и методика преподавания латиноамериканских танцев» С-класс. Курс 3. Образовательная программа 6Б02-104 «Педагогика спортивного бального танца». Пожалуйста, поклон. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Тема сегодняшнего нашего урока – это поэтапное усложнение фигур латиноамериканской программы в С-классе на примере танца ча-ча-ча. Значит, мы с вами ранее уже изучали, значит, уровни сложности, да, и Е-класса, Д-класса, и уже сейчас мы приступаем с вами к изучению С-класса. Скажите, пожалуйста, что такое уровни сложности? Пожалуйста, Нуралим. Уровни сложности – это постепенное развитие фигур по уровням сложности. В каждом классе есть 3 уровня сложности. Это простая, средняя и сложная. Правильно, хорошо, спасибо. Это методическая последовательность, да, фигур по изучению. Что такое методическая последовательность, Рустам? Методическая последовательность – это принцип от простого к сложному. Принцип от простого к сложному. Хорошо. Значит, смотрите, значит, в С-классе первым уровнем сложности будут являться фигуры, такие как методы смены ног. Мы с вами уже о них знаем, потому что у вас было на СРО дано задание проучить 3 метода смены ног. Почему именно данные фигуры, они являются фигурами первого уровня сложности? Потому что данные фигуры нам позволяют делать то, чего нам ранее не разрешалось. Что мы с помощью них делаем? Пожалуйста, кто может сказать? Жан. С помощью метода смены ног мы можем сменить нашу позицию в паре. Например, из лицевой в теневую, либо наоборот с теневой в лицевую. С теневой в лицевую, хорошо. Соответственно, в данных позициях мы потом можем исполнить ранее изученные фигуры, такие как таймстеп, такие как Cuban break и так далее. Да? То есть все фигуры, которые относились к Е, к Д-классу, которые мы могли танцевать в паре, да, мы можем станцевать уже сейчас либо в теневой, либо в бок-о-бок позиции. Сегодня мы с вами изучаем новый метод смены ног. Это будет метод смены ног 4 и метод смены ног 5. Значит, они будут тоже уже более интересные, более сложные. Давайте начнем с метода ног 4. Значит, исходное положение для партнера – вес на правой ноге. Партнерша, соответственно, тоже стоит на правой ноге. Давайте сейчас мы все вместе сначала исполним партию партнера, после этого изучим партию партнерши тоже все вместе. Значит, первое действие, значит, левая нога подставляется к правой ноге, подушечка вся стопа. Дальше правая нога, подушечка на месте, левая нога, шаг в сторону. Подушечка вся стопа. Далее мы делаем Cuban rock, шаг в сторону, перенос веса на месте, шаг назад, check backward walk, перенос веса вперед и хип-твист шасси. 4 и раз. Значит, почти что все исполняемые действия назвал, кроме первой фигуры. Это был тайм-степ шасси. Давайте попробуем еще раз. Тайм-степ шасси. 2 и 3. Cuban rock 4. Раз. Назад чек. 3 перенос веса. И хип-твист шасси. Отлично, хорошо. Работа стопы в данной фигуре какая у нас? Подушечка вся стопа, подушечка, подушечка вся стопа. Подушечка вся стопа на правой ноге, левая нога стоит на всей стопе на полу. Перенос веса на всю стопу. Дальше подушечка вся стопа, подушечка вся стопа, подушечка вся стопа, подушечка, подушечка вся стопа. Понятно? Партия партнерша. Начнем с того, что мы с вами говорили, да, что исходное положение у нас это на правой ноге веса. Мы стоим с вами на одноименных ногах, лицом к зеркалу. Конечное, да, положение данной фигуры будет таково, что мы будем с вами стоять в верной позиции. Поехали. Значит, партия партнерши. Она делает тот же самый хип-твист шасси. 2 и 3. После этого она делает перенос веса на месте на правую ногу. Левая нога подставляется браш к правой ноге. Дальше она делает шаг вперед, поворачиваясь на 1/8 влево. Дальше она делает шаг еще один вперед, поворачиваясь на 1/2 влево. И далее она исполняет лок-степ назад, доворачиваясь еще на 1/8 влево, выход в верную позицию. Пожалуйста, еще раз. Тайм-степ шасси. И 2 и 3. Перенос. Точка. Шаг. Шаг, поворот. Лок и степ.
Отлично. Значит, степень поворота в данной фигуре у партнерши идет 1/8 влево, 1/2 влево и еще 1/8 влево. Хорошо? Я прошу прощения, у партнера, да, я не уточнил по степени поворота, у него тоже есть степень поворота, когда в тот момент, когда он начинает танцевать хип-твист, шассе, он делает чек назад, дальше он переносит вес на левую ногу, во время исполнения первого действия хип-твиста он поворачивается на 1/8 влево. После того, как он заканчивает на последнем шаге, он поворачивается обратно на 1/8 вправо. Понятно? Пожалуйста, давайте сейчас сначала мужскую партию все вместе, потом женскую и парно сделаем. Поехали, готовы? И 2, и 3, 4, раз. 2, 3, 4 и раз. Хорошо, спасибо. Женскую партию. И 2, и 3, 4, раз. 2, 3, 4 и раз. Голова на зеркало, рука открыта. Эта рука стоит в верной позиции. Хорошо. Пожалуйста, в паре. Начинается из теневой, заканчивается в верной позиции. Да? Приготовились. И 2, и 3, 4. Раз, 2, 3 и 4 и раз. Хорошо. Угу. Давайте под музыку. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4 и раз. Отлично, хорошо, спасибо. Здесь тоже, да, у нас ведение очень интересное, да, что партнер, мы всегда говорим о том, что партнер у нас ведет чем? Корпусом, да, не руками, не забываем об этом, да, то есть когда я выхожу в веерную позицию, 2 и 3, 4, раз, дальше смотрите, 2, вот партнер меня уже ведет, да, и 2, 3 и 4, и здесь давление, и здесь натяжение друг от друга, да? Хорошо, спасибо. Давайте попробуем быстренько базовое соединение составить. Кто может, кто хочет? Диас. Угу. Базовое соединение. С методом смены ног 4. Смены ног 4. 4. Начинаем с таймстепа, то есть предыдущая фигура таймстеп. И раз, 2, 3, ча-ча, раз, 2, 3, ча-ча, раз. Изучаем эту фигуру. Смена ног. 2 и 3 и ча-ча, раз, 2, 3 и ча-ча, раз. Чуть-чуть ближе встаньте друг к другу, чуть-чуть. Угу. Хорошо. Следующая фигура, последующая фигура, клюшка. Клюшка. И 2, 3, ча-ча, раз, 2, 3 и ча-ча, раз. Хорошо. Спасибо. Сколько тактов занимает базовое соединение? 6 тактов. 6 тактов. Оно цикличное или нет? Нет. Не цикличное. Хорошо. Подскажите мне, пожалуйста, базовое соединение было по методике составления, оно было составлено правильно? Да. Почему? Предыдущая фигура и последующая фигура, они ранее изучены. Так как изучаемая фигура должна быть для нас новой, и для предшествующей и последующей фигуры должны быть фигуры ранее изучены. Правильно, хорошо. То есть они уже легче фигуры, да, для нас должны быть. Мы должны их брать для того, чтобы уметь соединять уже с той фигурой, которую мы с вами изучаем. Да? Хорошо. Давайте попробуем базовое соединение станцевать это под музыку. Значит, у нас первая фигура – это таймстеп. С счета раз начинается, да? Далее мы танцуем метод смены ног 4. И следующая фигура – это клюшка. Пожалуйста, приготовились. Раз, 2, 3, ча-ча, раз. Ча-ча, раз, 2, 3, ча-ча, раз, 2 и 3. Ча-ча, раз, 2, 3, ча-ча, раз, 2, 3, ча-ча, раз, 2, 3, ча-ча, раз. Спасибо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вот мы можем, используя ранее изученные фигуры, усложнить, к примеру, нашу фигуру фэн в партии партнерши? Когда вот она выходит, да, вот она сделала 2, 3, вместо локстепа она что может сделать? Мы можем закончить Она может шоссе.
сделать рон. Она может танцевать рон шоссе, к примеру, либо мы можем закончить в сторону в шоссе, да? Правильно. Либо в открытую лицевую позицию. Хорошо, спасибо. Ну и давайте мы с вами сейчас пройдем еще один метод смены ног, последний. Это номер 5. Он у нас исполняется из открытой лицевой позиции. Партнер стоит лицом, давайте мы встанем с вами лицом по линии танца. Партия партнера, пожалуйста. Значит, с левой ноги чек вперед. 2, 3. Дальше. Исполняет партнер первые 2 шага, слип, шоссе. 2 и далее 3 он делает шаг вперед с поворотом на 1/4 вправо. После этого партнер исполняет виск шоссе. 2 и 3. На 4 он сохраняет позицию. И на И1 он исполняет 2 последних шага элемента шоссе. Да? Давайте попробуем еще раз. То есть мы танцуем. И 2, 3, 4 и раз. 2 и 3, 4 и раз. Понятно, да? По степеням поворота понятно. Работа стопы какая у нас здесь? Значит, левая нога, подушечка вся стопа, подушечка вся стопа. Дальше внутреннее ребро левого носка. Правая стопа, полностью вся стопа подтягивается на 8 сантиметров назад. Далее, левая нога, подушечка вся стопа. Дальше, подушечка, подушечка вся стопа, подушечка вся стопа. Во время шоссе у нас подушечка и подушечка вся стопа. Понятно? Давайте попробуем сделать. Готовы? И 2, 3, 4 и раз. 2 и 3, 4 и раз. Пятку не ставим, да, нулем? Угу. Давайте еще разок. Приготовились. И 2, 3, 4 и раз. 2 и 3, 4 и раз. Хорошо, спасибо. Давайте партию партнерши проучим, да? Партнерша стоит спиной, значит, по линии танца. Мы делаем правая нога назад, 2, перенос веса на месте, 3. Дальше партнерша исполняет ча-ча-лок, извиняюсь, вперед, правая, левая, правая. Ча-ча, раз. После этого она исполняет шаг вперед с поворотом на 3/4 вправо. 3/4 вправо, заканчивая лицом в зеркало. И далее она делает шаг в сторону. Опять, да, так же, как и у партнера, сохранение позиции. И 2 последних шага шоссе. Приготовились еще раз? И 2, 3, ча-ча, раз. 2, 3, ча-ча, раз. Понятно, да? Здесь, когда мы поворачиваемся, желательно ножку сразу собирать, да? Угу, пожалуйста. Еще разок. Женскую партию. И 2, 3, ча-ча, раз. 2, 3, ча-ча, раз. Отлично, хорошо. Пожалуйста, давайте станцуем в парах. И 2, 3, 4 и раз. 2 и 3, 4 и раз. Хорошо. Спасибо. Под музыку, пожалуйста. Руки. 1, 2, 3, ча-ча, раз. 2, 3, ча-ча, раз. 2 и 3, 4 и раз. Хорошо. Спасибо большое. Ну и давайте, пожалуйста, базовое соединение, кто хочет составить. Жан, давай, пожалуйста. Первая фигура – открытый хип-твист с выходом в лицевую позицию. Вторая фигура – пятый метод смены ног. И кубинские брейки. Кубинские брейки. Поехали. И 2, 3, 4 и раз. 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 Да, но можно еще и сократить, да, допустим, начать с веера. Не с открытого хип-твиста, да, а можно начать с веера. Хорошо, ну давайте, допустим, открытый хип-твист. Пожалуйста, под музыку. 1, 2, 3, ча-ча, раз. 2, 3, ча-ча, раз. 2, 3, 4 и раз. 2 и 3, 4 и раз. 2 и 3 и ча-ча, стоп. Хорошо.
Хорошо, спасибо большое. Вы запомнили все методы смены ног пятый. Вопросы у вас есть, ребят, какие-нибудь? Вопросов нет. Хорошо. Значит, у вас на домашнее задание, самостоятельная работа обучающихся, было дано задание. Да? Какое? Я вам дал задание составить учебно-тренировочные соединения на 16 тактов с использованием определенных фигур и элементов. Да? Значит, ваша самая главная была задача исполнения фигуры тайм-степ и фигур, которые позволяют вам выйти в веерную позицию. Значит, каждому дал я задание с определенным уровнем сложности, да, и с определенным уровнем исполнительского мастерства. Мы с вами знаем уже, да, что у нас есть Е, Д и С класс. Вот как раз, значит, Диасу и Кате я дал фигуры Е-класса, да, чтобы они с фигурами Е-класса составили учебно-тренировочное соединение. Нуралем вам дал я Д-класс, и Рустам, Жанна я вам дал С-класс. Сейчас мы с вами проследим, каким образом у нас из класса в класс меняется хореография и, соответственно, выходы в позицию веер и вообще сама ритмическая основа. Да? И каждому я потом еще задам по несколько вопросов, чтобы понять, поняли вы или нет. Хорошо? Все, сейчас, пожалуйста, мы можем отойти. Пожалуйста, Диас, ваше учебно-тренировочное соединение. Пожалуйста, приготовились. Угу. И раз, два, три, ча-ча, 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 раз. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, ребят, вы сейчас все внимательно смотрели, я надеюсь, да? Подскажите, пожалуйста, какие фигуры были исполнены в данном учебно-тренировочном соединении? Можете по очереди просто, Жан. Первое. Тайм-степ. Закрытое основное движение. Нью-Йорк. Алимана. Клюшка. Выход веер. Спасибо, молодцы, хорошо. Ребят, подскажите, пожалуйста, данное учебно-тренировочное соединение у нас цикличное? Да. Да, цикличное. Вообще, когда мы составляем с вами учебно-тренировочное соединение, мы ставим с вами цель цикличности? Да. Обязательно, да? То есть, если базовое соединение у нас может быть не цикличным, то учебно-тренировочное должно быть цикличным. Хорошо. По методическим рекомендациям, учебно-тренировочное соединение данное было выстроено правильно или нет? Верно, да? То есть у нас шли фигуры от простого к сложному, и фигуры все были использованы Е-класса. Спасибо. Достаточно, очень хорошо. Следующий, пожалуйста, Нуралем и Аида. Ребята сейчас исполнят учебно-тренировочное соединение уровня D-класса. Внимательно, пожалуйста, посмотрите процентное соотношение фигур. Да? Это раз. И второе, что я хотел бы попросить, сейчас тоже посмотрите, какие названия фигуры ребята употребили у себя в учебно-тренировочном соединении. Хорошо, спасибо. Спасибо. Угу. Ребят, подскажите, пожалуйста, мне, вы когда составляли, какими методическими рекомендациями вы пользовались? Что вот именно вы преследовали, когда составляли данное учебно-тренировочное соединение? От простого к сложному. От простого к сложному. И? Мы брали за основу базовые соединения, так, чтобы ранее изученные фигуры веер, выход веер, тайм-степ, они изучались как бы больше, использовались больше. Использовались больше в данном учебно-тренировочном соединении. Хорошо, все, спасибо большое.
Пожалуйста, Рустам, Жанна. И сейчас мы увидим с вами, да, уже учебно-тренировочное соединение, которое также составлено на основе тех же, да, то есть фигур, только уже в С-классе, уже с усложнением. Ваше учебно-тренировочное соединение, подсчет. И 2, 3, ча-ча. Раз, 2, 3, ча-ча. Раз, 2, 3, ча-ча. Раз, 2 и 3, ча-ча. Раз, 2 и 3, ча-ча. Раз, 2, 3, ча-ча. Раз, 2, 3, ча-ча. Раз, 2 и 3, и ча-ча. Раз, 2, 3, ча-ча. Раз, 2, 3, ча-ча. Раз, 2 и 3, ча-ча. Раз, 2, 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 3, ча-ча. Раз. Угу. Мы также брали за основу основные движения, но уже пытались усложнить их, то есть выходами. То есть у нас появился, допустим, если ребята танцевали открытый и закрытый хип-твист с обычным выходом веер, то мы его танцевали через поворот спирали. Угу. Также, так как в С-классе уже допускается усложнение именно ритмической основы, то мы использовали гуапачи тайминг, где счет 2 задерживался и исполнялся на счет И 3. 3. Угу. А затем мы также меняли выходы из верной позиции, Угу. то есть не, допустим, не в верную позицию, а в открытую лицевую. И добавлялись повороты и такие виды шоссе, как рон-шоссе, виск-шоссе. Так, и еще самое важное, что С-класса вы исполнили метод Метод смены ног. то есть третью фигуру для закрепления. Да, метод смены ног 3, который вам позволил выйти, как, чего не было тоже у ребят, да, который вам позволил выйти с одноименных ног на... Могли выйти с теневой позиции. Да, все верно. Ее виды изменили. Например, в партии партнерша вместо чека назад, она просто подставила ногу. Так, то есть, соответственно, да, вы уже могли чуть-чуть дробить фигуры, да, изменять их немного, и также вы еще немножко изменили степень поворота во время исполнения как раз метода смены ног, да. Я думаю, что наглядно было, да, заметно, что у нас учебно-тренировочное соединение ЕДЦ класса постепенно усложнялись. И чем они усложнились, мы тоже увидели с вами наглядно, да, ребят? Подводя итоги сегодняшнего урока, мы с вами выучили 2 метода смены ног, 4 и 5, да? Проверили вами разобранные фигуры. Это 1, 2, 3, 4 метод смены ног. Составили базовые учебные тренировочные соединения. Надеюсь, что информация вами усвоена. Большое спасибо за урок. До свидания. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.